Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок русского языка. Тема фразеологизмы. Цель урока – познакомить учащихся с фразеологизмами и употреблением их в речи, а также развитие речи наглядно-образного и ассоциативного мышления и, конечно же, воспитание любви к родному языку. К фразеологии мы отнесем раздел языкознания, конечно же, фразеологические обороты речи и фразеологизмы. Что такое фразеологизм? Фразеологизм – это устойчивое неделимое сочетание слов, имеющие яркое образное значение. Фразеологизмы делают нашу речь более выразительной и, конечно же, эмоциональной. Обратите внимание, быть под каблуком в значении подчиняться кому-то, или же яблоку негде упасть, в значении очень мало места, или же витать в облаках, в значении мечтать о чем-то. Быть одетым с иголочки, выглядеть опрятно, висеть на телефоне, постоянно разговаривать по телефону и водить за нос в значении обманывать. Теперь назовите фразеологизмы, которые здесь изображены. Составьте с каждым из них по одному предложению. Давайте проверим себя. В первой иллюстрации у нас спрятан фразеологизм «белая ворона», да? То есть значение «отличаться от кого-то». Во второй картинке «достать из-под земли», то есть найти где угодно. Третье – писать как курица лапой в значении писать некрасиво, криво. И, конечно, последняя картина – как кошка с собакой, то есть постоянно драться или быть в ссоре. Фразеологизм можно заменить одним словом или близким по значению словосочетанием. Например, ломать голову, напряженно думать, или же в час по чайной ложке в значении медленно. Попробуйте сделать это и вы. В данной записи зашифрованы фразеологизмы. Подберите к ним слова-синонимы или близкие по значению словосочетания. Давайте проверим себя. Ходить на задних лапах в значении стараться угодить. Ходить гоголем, быть высокомерным. Ходить по струнке, бояться. Дальше. Взять с потолка, выдумать. Взять в себя руки, собраться с силами. Взять на заметку, запомнить. Пускать по миру, обречь на нищенское существование. Пускать в глаза, врать. И пускать слезу, стараться разжалобить. Прочитайте теперь фразеологизм и составьте антономические пары. Ходить с иголки собирай, низги не видно, заварить кашу, воспрямить духом, по чайной ложке на ночь глядя, коломенская верста от горшка две вершка, чуть свет, как кошка с собакой, повесить нос одним духом, жить душа в душу, расхлебывать кашу, сидеть сложа руки, не покладая рук. Отлично. Давайте теперь проверим себя. Хоть иголки собирай, низги не видно. Заваривать кашу, расхлебывать кашу. По чайной ложке одним духом. Коломенская верста от горшка до вершка. Чуть свет на ночь глядя. Повесить нос, воспрямить духом. Жить душа в душу, как кошка с собакой. Сидеть сложа руки, не покладая рук. Теперь обратите внимание на сферу употребления фразеологизмов. Как мы знаем, в русском языке существует 3 стиля речи. Это художественный, разговорный и публицистический. Определите, к какому стилю относятся данные фразеологизмы.
первом столбике сдержать слово под открытым небом из года в год. Во втором столбике сложить оружие, карточный домик, дамоклов меч, краеугольный камень. И в третьем столбце вводить за нос, ломать голову, кривить душой и гадать над кофейной гущей. Правильно, к первому относится художественный стиль, ко второму публицистический, к третьему разговорный. Откуда же берутся фразеологизмы? Фразеологизмы бывают исконно русскими и старославянскими. Кроме этого, некоторые фразеологизмы произошли от названий различных профессий. Например, снять стружку – столяр, трещать по швам – портной, конечно же, доводить до белого коленя – кузнец, заварить кашу – это же повар, конечно, как рукой сняло – доктор. Также фразеологизмы можно встречать из мифологии. Например, яблоко раздора, ахиллесова пята, ящик Пандоры, двуликий Янус и вавилонское столпотворение. Крылатые слова и выражения, созданные писателями: лошадиная фамилия, гадкий утенок, Гамлет, душевка, человек в футляре и счастливые часов не наблюдают. Итак, запомните, пожалуйста, происхождение фразеологизмов, так как оно вам понадобится при выполнении следующего упражнения. Теперь распределите следующие фразеологизмы на группы по их происхождению. Давайте проверим себя. Крылатые слова из мифологии: Адамовы веки, Геркулесовы стопы, Авгиевы конюшны. Крылатые слова и выражения, созданные писателями: рыцарь печального образа, все смешалось в доме Облонских, и дым отечества над сладок и приятен. Старославянские: семи пядей во лбу, несолоно хлебавшие из первых уст сию минуту. Из разных профессий: стоять на часах, их и в хвост, и в гриву. К исконным русским мы относим скалить зубы. Итак, ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами повторили, что такое фразеологизмы, разобрали примеры фразеологизмов, а теперь запишите домашнее задание. Придумайте сказку или